В Башгоспедуниверситете знают об объединяющей роли спорта. Спорт сближает не только тех, кто стремится быть быстрее, выше и сильнее, но и тех, кто родился в разных странах и воспитывался в разных культурах. В русской лапте участвуют не только студенты народов нашей страны, но и иностранные студенты, которые обучаются в Республике Башкортостан. Фестиваль русской лапты собрал полные трибуны зрителей. Соревнованиям впору присваивать международный статус. На площадке сошлись местные уфимские ястребы и африканские львы, сборная иностранных студентов. За последних играли представители 3 континентов – Европы, Азии, Африки. Еще один объединяющий фактор – лингвистический. Иностранные студенты усвоили не только русский, но и башкирский. Да, я знаю, потому что я учу вместе с русскими студентами, они говорят, и потом можно узнать, и знаю, как хаумхегат, минциньяра там, еще халдан нинсек, еще не знаю некоторые, как птицы, как когарсен и шайерчек, и вот так знаю некоторые слова. Естественно, надо знать, потому что когда тебе что-то хорошее делать, всегда надо сказать рахмат. Вот это учили. Икмек тоже учили. Еще добро пожаловать, рахим тагес. Естественно, айбет. Самая такая популярная слова. Сам язык башкирский, он нравится. Но его трудно понимать. Министр спорта Виталий Мутко также последовал традиции и обратился к участникам праздника на 2 языках – башкирском и русском. Добрый день, дорогие друзья, спортсмены, участники. В знак укрепления дружбы и толерантности министр получил от своего регионального коллеги подарок – башкирский елян. Русская лапта в педуниверситете – непростое спортивное увлечение, а популярный спортивный проект, который выпускает в мир чемпионов страны. Более того, лапту здесь изучают и с научной точки зрения. Что особенно важно, спорт все больше становится популярным в студенческой среде. Мне, конечно, очень понравилась и игра, и то, что удивительно, но это факт, то, что, конечно, республика и город, и вы развиваете такую замечательную игру, как русская лапта, и здесь такие традиции, история, здесь вообще, я бы сказал, даже наука, это, конечно, очень важно. И я думаю, что нам стоит на это обратить внимание, и все здесь инициативы, связанные с проведением международных турниров, поддержать. Так что очень хорошее впечатление и от игры, и от общения. Сегодня спорт становится универсальным продуктом, сближающим людей разных национальностей и вероубеждений. Соперник по спортплощадке может легко оказаться лучшим другом по жизни. Юлия Антипина, Ренат Искужин, Мирон Доровских, Башинформ Видео.